Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. При жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи, люди разделились на три группы. Первые, которые не приняли Мухаммада, саллаллаху алейхи, не приняли ислам, не уверовали в то, что он предлагал, они назвались кафирами, то есть отрицающими ислам, отрицающими Аллаха, отрицающими пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Второй, не принявшие веру, но в то же время сделавшие вид, как будто приняли, то есть внешне выражали, как будто они мусульмане, но внутреннее их состояние было против. Их назвали лицемерами, мунафик. Мунафик тоже бывает двух степеней, то есть мунафик иртикади и мунафик гамали. Есть лицемеры, которые действительно внутри не воспринимают ислама. Они, когда остаются наедине со своими чувствами, со своими воззрениями, они проклинают ислам. Но внешне они перед людьми изображают то, что как будто они из мусульман, они изображают из себя таких святых, святош. Это мунафик аль-иртикади. Про них даже Мухаммад, саллаллаху алейхи, не знал, только Аллах субхану ва тааля объяснял через откровение, через Джабраиля, алейхиссалям, что вот эти люди, вот эти люди, вот эти люди, хотя они прикидываются, что верующие, но они в действительности лицемерят, мунафики. И третья категория людей, которые приняли действительно те высказывания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, приняли аяты Корана, приняли ислам, они называются асхаб, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это те, про которых Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал, что мои сподвижники, мои сахабы, как звезды на небе. За кем угодно из них вы можете пойти, не заблудитесь. После смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, в 11 году хиджры первым халифом был единодушно избран Абу Бакр ас-Сиддик, который родился за 50 лет до хиджры. Он был халифом 3 года и умер в возрасте 63 года, в том же возрасте, в каком ушел из этой жизни Мухаммад, саллаллаху алейхи. В 13 году вторым халифом стал Умар ибн Хаттаб, который родился за 40 лет до хиджры, радiyallahu ан. В 23 году, в возрасте 63 лет, он стал шахидом. Затем халифом был избран Усман ибн Аффан, который родился за 47 лет до хиджры, радiyallahu ан. И в 35 году он стал шахидом в возрасте 82 лет. После него четвертым халифом правоверных стал Али ибн Аби Талиб, родился за 23 года до хиджры. В 40 году хиджры, в возрасте 63 года, он стал шахидом от рук хариджитов. Община после праведных халифов, первых четырех халифов, как мы знаем, называли хуляфай ар-рашидун, праведные халифы правили 30 лет. Об этом предсказывал Мухаммад, саллаллаху алейхи, говоря, что после меня будут мои сахабы, аль-хуляфа ар-рашидун, то есть праведные мои наместники, мои халифы, мои продолжатели моего дела, и они будут править 30 лет. Все эти 30 лет правления первых халифов мусульмане были на истинном пути. Хотя и были отдельные случаи появления групп с неверным толкованием Корана и сунны пророка. Но книги их еще не были написаны, и открыто против ученых суннитов они не выступали. После этих 30 лет в подтверждении слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, стали появляться группы верующих, сбившихся с пути, с истинного пути ислама, указанного пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, и открыто выступающих против этого пути. Однако количество заблудших никогда не было многочисленным, что также было предсказано пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи.
Сказано было пророком ﷺ: сыновья Израилевы разделились на 72 группы. Моя же умма разделится на 73. Они все окажутся в аду, кроме одной. Когда же асхабы спросили: а кто же эти спасшиеся, о посланник, саллаллаху алейхи вассалям? Он ответил: это те, кто будет идти моим путем и путем моих сахабов. Этот хадис приводится у Ибн Маджи и Тирмизи. Последователи неверных учений находятся под гневом Всевышнего Аллаха. Спаслись лишь те мусульмане, верования которых были такими же, как и верования сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Последователи этого пути стали называться Ахль-Сунна валь-Джамаат, люди сунны и согласия. Подтверждением истинности этого пути являются многочисленные благородные аяты Корана и хадисы, высказывания величайшего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О достоверности этого пути написано много сотен книг, в которых произведен тщательный анализ основополагающих произведений приверженцев сунны. Результаты этих исследований неопровержимо доказывают, что последователи общины Ахль-Сунна валь-Джамаат, последователи 4 мазхабов, идут по пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, ридвану Аллахи алейхим аджмаин. Написано также великое множество книг с опровержениями неверных учений. В этих книгах ученые ислама скрупулезно, шаг за шагом, основываясь на толкованиях священного Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, опровергают буквально каждый абзац книг реформаторов, в которых искажаются истинные знания, так как толкование первоисточников этих ученых не опирается на согласованное мнение иджмы и сподвижников пророка, табиинов и табур табиинов. После смерти всех сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, среди вновь принявших ислам стали появляться люди, неверно толкующие Священное Писание. Обычно это были малообразованные люди, не имеющие представления о сложности иджтихада, переоценившие свои возможности. Ошибочные толкования аятов Священного Корана и неправильное понимание сунны стали причиной потери ими верного истинного пути. Но появились и так называемые, в кавычках, ученые, считавшие свои знания выше знаний муджтахидов, высшей категории мутлак муджтахидов. Они толковали аяты и хадисы в соответствии с собственным пониманием их смысла. Их толкования противоречили знаниям, согласованным толкованием, полученным от праведных предков, сахабов, табиринов и табир-табиринов, ас-салаф ас-салихин. Таким образом, в исламе стали появляться различные направления, школы, отличающиеся друг от друга использованием различных методов при извлечении знаний из первоисточников. Стало воплощаться в жизнь и предсказание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о появлении в будущем в мусульманской умме 73 направлений, из которых только одна община будет стоять на верном пути. В последние десятилетия появились ученые, в кавычках, которые передают искаженные знания и по вероучению акида, и по религиозному праву фикх, беззастенчиво называя себя приверженцами Ахль-Сунна валь-Джамаа. Книги с опровержениями ложных вероучений есть на многих языках мира, и при желании их можно отыскать почти в любом крупном городе. Мы просим Всевышнего Аллаха проявить к заблудшим мусульманам свою милость и, убрав пелену с их глаз, наставить их на путь спасения, на путь Ахль-Сунна валь-Джамаа. Участились выпуски книг и брошюр, в которых известные и малоизвестные реформаторы пропагандируют свое понимание, приписывая собственные суждения ученым 4 мазхабов.
истинного ислама. Религия ислам не обязывает своих последователей знать все сокрытое в аятах благородного Корана. Таковы, например, научные знания. Не всякая наука, и светские, и религиозные, понятны обычному человеку. Из области научных знаний обычный человек воспринимает лишь малую ее часть. Ведь сказано в Коране, сура 29, аят 43, эти притчи мы приводим людям, но разумеют их только сведущие. Да пусть Аллах Субхану ва Тааля наставит нас на истинный путь и сделает нас последователями одного из 4 мазхабов, Ахль-Сунна валь-Джамаат, и не заблудит, и не оставит среди заблудших. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.